Прочувствовать и передать атмосферу, которая царила в тяжелые годы во время блокады Ленинграда, такую цель ставили перед собой школьники. Ученик 8 класса Мухаммед Али Аздоев сегодня в роли солдата, сумевшего выстоять все тягости суровой блокады. Об этой трагической странице в истории советского народа он знает не понаслышке. Мы по литературе проходим войну, читаем всякие произведения на тему блокады. Я знаю то, что раньше, когда была блокада, людям было очень сложно жить, потому что не было еды. 8 сентября 1941 года над Ленинградом сомкнулось кольцо блокады. В осажденном городе оказалось более 2,5 миллионов людей. На жителей города обрушился голод. Единственным продуктом питания был хлеб, который выдавали по карточкам, но и его не хватало. Блокадная карточка с суровой надписью «При утере не возобновляется» была дороже денег, ценнее любых произведений искусства. Особенно трогателен до слез в живописи и в стихах образ блокадного хлеба. Иногда цена этого маленького кусочка равнялась цене даже не одной человеческой жизни. Муки в нем было не намного больше, чем жмыха, целлюлозы, соды или отрубей. Как говорили сами блокадники, такой хлеб можно было есть только запивая водой и с молитвой. Единственной надеждой на завтрашний день был паёк. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-граммовый кусочек. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей блокадного Ленинграда. Несчитанный ломоть, доступный и обеденный, но никогда не забудется 125 блокадных грамм, драгоценный, помещавшийся в ладони кусочек, в котором была жизнь, сила и тепло. Лишь одна единственная дорога связывала блокадный город с большой землей. Шла она по воде, а с наступлением холодов по тонкому, неокрепшему льду Ладожского озера. Эта дорога жизни спасла от голода многих ленинградцев, но кто-то так и не пережил блокаду. Одна из самых печально известных событий того времени – это история ленинградской школьницы Тани Савичевой, которая вела в дневнике записи, как одним за другим этот мир покидали ее родные и близкие. Это песня о том, что папа ушел на войну, а мама сидит, плачет, и девочка утешает ее. Вот когда ты эту песню поешь, что ты чувствуешь? Какие у тебя эмоции, может, впечатления? Расскажи. Ну, мне нравится эта песня, и я ее пою от души. Воспитание гражданина и патриота своей родины – главная задача любого образовательного учреждения, и поэтому такие мероприятия со школьниками проводятся как можно чаще. Помимо вот таких открытых мероприятий, мы проводим классные часы, игры, именно посвященные военной тематике, уроки истории, обществознания, посвященные вот этой теме Великой Отечественной войны. Полностью от блокады Ленинград был освобожден только в январе 1944 года. Жители вышли на площади и улицы, чтобы услышать по радио долгожданную радостную весть. Но суровый итог войны таков. За почти что 900 дней и ночей осады от голода и холода в оккупированном городе погибло около 1 миллиона человек. Память ушедших почтили минутой молчания. Завершая мероприятие, собравшимся раздали по кусочку хлеба – 125 грамм, чтобы каждый мог не просто прикоснуться к истории, а самое главное – узнать и осознать цену тем благам, которые мы имеем сегодня. Как в те годы, эти 125 грамм. Блокада Ленинграда стала самым страшным событием за всю историю Второй мировой войны. В результате артобстрела было выведено из строя более 5 миллионов жилой площади, сожжено свыше 3000 жилых домов, около 400 школ и сотни предприятий. Огромный ущерб был нанесен историческим зданиям и памятникам Ленинграда. Но несмотря на все тяготы, город выстоял, и сегодня Санкт-Петербург является одним из самых красивейших мегаполисов в мире. Нужно ценить и беречь нашу историю, уверены организаторы таких мероприятий. И главное не забывать, какой ценой мы сегодня имеем мирное небо над головой. Михаил Тангиг, Марбек Межжоев, Новости 24.